Ну что, как мы и обещали, мы прямо сейчас с Андреем не одни. Впервые за очень долгое время в первом часе третьей смены. Да. Аж Худжанда мы привели к нам в студию. Да, можно и так сказать. Да, талантливый и непревзойденный артист таджикской эстрады Джамшед Исмаилов у нас в гостях. Добрый вечер, Исмаил, еще раз. Добрый вечер. Спасибо, что пригласили. Добрый вечер, вся страна, поклонники Радио Азия Плюс. Mm-hmm. Ну что, Джамшед действительно сегодня добирался до нас через горы. Да, на самом деле прилетел на самолете в Душанбе специально практически для нашего эфира. И сегодня мы, конечно, будем говорить про главное музыкальное событие Торана Music Award. Но и не только, о творчестве тоже поговорим. Хотим узнать, каким был этот год, продуктивный, непродуктивный, что происходило в течение этого года, какие изменения произошли или будут происходить. В общем, обо всем этом мы сегодня будем с вами разговаривать. Джамшед. Ну что, а самое вот, скажем так, близкое к нам сейчас это Новый год, поэтому это время подводить итоги, в принципе, уходящего года. Рассказывайте, каким он у вас выдался, насколько продуктивным, насколько нелегким, и, может быть, еще это не все. Спасибо. Год был на самом деле очень продуктивным. Для меня лично было много разных новшеств. И, я побывал еще во многих странах, где наши соотечественники живут. В Москве несколько раз был, и в Дубае. Ух ты! В общем, и на празднике Навруз тоже выступал в том году. В общем, был год очень продуктивный. На самом деле. Что здорово, когда в Дубай улетаете, хотя бы нас зовите, мы тоже как бы с вами, мы пристроимся там где-нибудь рядышком. Обязательно, в следующий раз. В следующий раз, все, нас уже пригласили. Мы уже готовы, а пока чем конкретно запомнился этот год, может были какие-то переломные моменты или наоборот насыщенные, яркие, которые вот прям вот запомнились. Если у вас спросят, допустим, 2023 год, и вы сразу вспоминаете это событие. Самое главное, конечно, праздник Навруз, который мы провели в Объединенных Арабских Эмиратах. И самый приятный для меня это то, что меня пригласили на Taruna Awards. Вот это самое главное. Но в плане того, что в этом году свадеб тоже стало очень много. Это успех. Да, после пандемии, наверное, это все из-за того, что из-за пандемии не делали все свадьбы. И в этом году очень много было свадебных приглашений. В общем, было все прекрасно. Ну, замечательно. Ну, это уже хорошо, потому что вот вспоминая 20-й год, мы так не можем сказать, что все было прекрасно. Да, в 23-м году, да, действительно, все идет на лад, и действительно многие ивент, наверное, мероприятия сейчас снова становятся их очень много, кстати говоря, действительно, это правда. Джамшед, наверное, я думаю, как только начался год, свадьбы, кончается снова свадьбы. Да, ничего страшного, мы вас немножко вытянем из этого порочного круга, в кавычках, так хочу сказать. Почему только для других, да? Да, конечно, почему только для других Джамшед поет? Мы хотим то, чтобы на нашем празднике Джамшед тоже побывал. Кстати говоря, Джамшед, вот хочется отметить одну такую деталь, то что ваши композиции большей частью сильно отличаются от таджикской эстрады, потому что вы как-то вот в современном ключе пытаетесь исполнять свои песни. Большая часть наших исполнителей стараются народные петь песни больше, да, вот в таком стиле. У вас немножко другая такая стезя. Почему вот вы выбрали такой стиль? С самого начала, когда я начинал, тогда было, конечно, модно слушать европейские песни. Поэтому я воспитывался на этих песнях, на таких стиле. Я, конечно, слушал фольклорную музыку, конечно, я и исполнял фольклорные песни, но в среде, где я учился, где я на гитаре начал изучать гитару, в этой среде все мои друзья, они слушали вот в стиле европейской музыки.
Поэтому так получилось, мы всегда с друзьями хотели, чтобы под вот этот европейский лад поставить стихи или там текст на таджикском языке и исполнять. Ну, мы как-то вот пробовали, тестировали. Вот поэтому я думаю, что мой стиль немножко отличается, да. Ну, в стиле европейского немножко идет. Это, наоборот, очень круто, что вы решили пойти не по легкому пути, а выбрать именно то, что вам ближе, то, что вдохновляет и впечатляет на самом деле. Я, между прочим, вспоминаю вот эту ту самую студию маленькую, небольшую, в Где которой работал Урмонова. Да, где работал Джамшед, потому что мы не первый год, в принципе, знакомы уже, да, и я вспоминаю те моменты, куда, кстати говоря, к Джамшеду приезжали огромное количество ребят из Худжанда и, в принципе, из Согда, и даже, мне кажется, и по Таджикистану, потому что Джамшед делал очень классные аранжировки в свое время. Вот у него это очень хорошо получалось, да. Вот так что, да, уже. у нас Джамшед не только талантливый певец, он еще и такой довольно крутой аранжировщик в некотором плане. История. Ну, кого-то об этом тоже можете немного рассказать? Да, после того, как у меня был перерыв, я вообще пел с 12 мне было 12-13 лет, я начал свою карьеру, да, можно сказать, в Дом пионеров. Тогда при Союзе были еще Дом пионеров, там были вокальный инструментальный ансамбль при Доме культуры, Дом пионеров тогда назывались, да. Вот оттуда, когда я вышел на сцену, там меня увидели и начали опять вот приглашать в мероприятиях, а потом я где-то до 20 лет пел. А потом я хотел бросить, потом хотел какую-то другую профессию выбрать. И подумал, что вот был молодым, вот играл, там пел, плясал. А вот сейчас уже можно уже серьезно заниматься там какой-нибудь профессией. Я поступил в университет в специальности арабо-английский язык, лингвистика. Ух ты! Вот. Я 5 лет изучил арабо-английский язык, и во время учебы я еще посетил Египет, Каир, я там практику прошел, Вот 2 месяца по арабскому языку учился в Каирском университете. И потом, как я закончил диплом, и 2 года я просто дома сидел и начал, обратно меня тянуло к музыке. Я все равно, даже когда был за рубежом, все равно там, где был какой-то инструмент или там пели, я с ними обязательно начал играть, Там, петь. где была музыка, да. был Джамшед, всегда. После учебы я начал сочинять музыки на стихи, на фольклорные. Очень круто. И потом своим друзьям, вот, которые поют у нас в Худжанде, я им предлагал песни. А какие идеи вообще или эмоции, может быть, вдохновляют вас на создание своей музыки, своего, скажем так, шедевра? Это на самом деле, знаете, приходит сверху, да, вот какое-то вдохновение, она приходит, и ты вот отдаешь вот это. И ты не сможешь сдержать его. Поэтому вот нужен инструмент или что-то, она все вот приходит. Я не могу это ощущение описать, не знаю. Но мне кажется, то, что вы точно можете сейчас нам передать, ваши ощущения, это что вы почувствовали в первый раз, когда узнали о том, что вы в этом году и ваши песни, если быть точнее, стали номинантами на ежегодную главную музыкальную премию от Tarunan Music Award 2023. Знаете, когда я первый раз увидел Суруди Сол, когда вот, я не знаю, лет 10 уже. Да, это очень давно было. Суруди Сол именно да. Наверное, где-то 2004, возможно, 2006 год, а может и то раньше. Да, вот тогда я увидел, что это что-то такое вот серьезное, да, вот.
я сразу, у меня была мечта вот тоже выступать на такой сцене, и чтобы она вот звучала, что вот песня года, да, и в итоге года что-то сделать. На самом деле я с тех пор я мечтал, чтобы выступить, и в этом году моя мечта сбылась. Вот, мне на самом деле очень приятно. Я после этого буду еще больше стараться, еще больше творить красоту, музыку. Ага. Ну, а вообще вот в принципе, как вы думаете, в этом году какая ваша композиция вот прям, скажем так, взлетела? На какую композицию вы делаете ставки? Да. Ну, в этот год я выпустил 2 песни. Одну под названием «То дури», а вторая «Рио». Думаю, что наш народ очень такой веселый. Думаю, что вот эта темпераментная песня будет звучать для наших зрителей, поклонников. Ну что, отлично, отлично. Ну а какая подготовка-то идет, Джамшед? Вот какой-то костюм определенно уже прикупили, красивый, модный, в котором будете выступать? Да. Что там? После того, как мне с Радио Азия Плюс позвонили, я уже начал костюмами заниматься, у меня уже костюм полный уже готов. Отлично, образ уже есть. Да, только вчера я померил, думаю, что будет, будет что-то, необычно, эффектно. Мне больше всего понравилось, мы еще до встречи, вот до сегодняшней встречи мы с Джамшедом общались, еще это было в Худжанде, мы где-то месяц назад или 2, и Джамшед мне сказал такую фразу: меня пригласили. Это правда? Мне позвонили. Это действительно правда. Надо было напугать все-таки тем, что нет. Пошутили. Такого не было, я не в курсе. Надо было реально вот в этот момент пошутить, но я сказал: нет, Джамшед, все правильно, потому что действительно ваши композиции, они на протяжении вот уже, сколько длится Тарана Music Award, они все время залетают в топ, и в том числе на нашей радиостанции. В принципе, по всему миру, я думаю, многие люди, которые слушают песни на таджикском языке, любят ваше творчество. Так что заслуженно абсолютно. Все, это правда, хочу сказать. Друзья. Спасибо за подтверждение. Да. Ну что, дорогие друзья, третья смена с вами. И, конечно, сегодня у нас в гостях замечательный певец Джамшед Исмаилов. Невероятно талантливый, яркий и самобытный. Вот так вот даже хочу сказать, добавить от себя. Джамшед, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добро пожаловать к нам в нашу замечательную студию. И давайте продолжим наше общение. Да, конечно. Вот мы говорим сейчас о предстоящем музыкальном событии, главном, между прочим, этого года. И вот как вы думаете, если бы у вас спросили топ-3 хита этого года, которые точно получат награду, как бы вы ответили? Кто бы точно получил? Ну, может быть, вы следите за творчеством своих коллег. Конечно, конечно. Да. Мне очень нравится, как Мубориз и Мадина исполнили недавно. Да, песню. Кстати говоря, песня набрала миллионы просмотров в Ютубе. Очень красивая песня. И мне очень понравился Сафар Мухаммада песня. Какая именно в этом году? Вот, которая недавно вышла? Да, вот новая. Джоном, по-моему, называется. Да, Джоном. Вот эта композиция. Да, тоже хорошая. Очень красивая. Да. Ну. И третья. Последняя. Сейчас. Подумайте хорошо, чтобы никого не обидеть. Джонни Бека же песня. Джонни Бека. Да. Джонни Бека композиция. Отлично. Кстати, я вот тоже хочу отметить, что с Мадиной Акназаровой у вас тоже очень был красивый дуэт и очень красивая композиция. Очень, мне она просто безумно нравится. Я иногда нет-нет, да и переслушиваю, и плачу. Я сейчас ожидала, да, другой эффект. Я думала, вы скажете, ну, третий, конечно, я. В смысле? Я хотел, конечно, это сказать, но я очень... Скромный. Понятно. Ну что, а сейчас вот давайте все-таки вернемся к аспектам музыкального процесса, который вы наиболее цените при создании новых треков. То есть, на что больше всего вы акцентируете внимание, какой процесс вам нравится больше? Создавать сначала музыку, потом создавать текст или наоборот, сначала текст, а с музыкой потом, как получится?
А раньше мы выбирали сначала текст или там книжки, в основном фольклор или наши поэты. Мы с этих книг на эти же тексты мы придумывали музыки. А сейчас стало очень легко, потому что мы сначала, как музыка какая-то приходит в голову, я вам честно говорю, я не поэт, я не знаю, не могу писать стихи, но я своими, со своими словами, да, скажем, своими словами я напеваю это. Первые наброски да, такие. Наброски, да. И сейчас, слава Богу, что вот появились поэты-песенники, очень много. Я в основном работаю с Устодом Орзу Исоевым. Знакомые, знаем. Да, мы здесь недавно говорили, он меня приглашал на эту студию. И Эхсони Азамион, он тоже на музыке, на вот мотивы песен, он подбирает тексты хорошие. И у нас в Худжанде есть Махками Бахридин, тоже хороший человек. Вот мы сначала пишем музыку, а потом подбираем. Потом идут слова уже автоматически. Да. Джамшед, ну раз есть гитара в нашей студии, она же не просто так тут как-то вот тут оказалась так, случайным образом. Да, может быть, сыграйте нам что-нибудь, если вам не будет сложно, конечно. С удовольствием, конечно. Замечательно. Берем музыкальный фон, чтобы было хорошо слышно. Гитара настроена? Да. Что будем петь, Джамшед? Ну вот сейчас смотрю немножко в Душанбе дождливо. Дождливо, да, все верно. И я хочу вам спеть вот песню, которую мы с Мадиной исполняли. Ага. Чтобы Андрей плакал, я все понял. Романтично что-нибудь такое. ريتمی بارانی در تنم جانی عشق و ارمانی سوزی پنهانی گل به گلدانی شعری خوشخوانی موجی دریاها شوری طوفانی تو نیمی نیمی من اوج شمیمی من ای خوش نسیمی من باز باز تو سوزی آتشی تو حرفی دل کشی فروغی بیغشی باز باز از تبار نور از مسیری دور آمدی ناگه از حیاه پور آمدم ماره در شبی تاره تکلیفی ما را رد مکن باره تو نیمی نیمی من اوج شمیمی من ای خوش نسیمی من باز باز تو سوزی آتشی تو حرفی دل کشی فروغی بیغشی باز باز Джамшед Исмаилов исполнял прямо сейчас ту самую композицию, под Это которую... был мой заказ. Да, плакал Андрей лично, и мы с ним тоже, но сейчас мы сдержались. Спасибо вам огромное. Джамшед, зима грядет, а то самое время, когда у артистов начинается такой вот, наконец-таки, свободный сезон, когда можно отдохнуть, когда можно перевести дыхание и, возможно, заняться собственным творчеством. Планы какие вот на следующий уже год, что вы строите в голове, какие интересные, необычные планы уже сейчас?
На самом деле у меня очень много хороших планов в этом году, в новом году. Например, я хочу снять хороший клип. Отлично. Давайте раскрывайте тайну. Я, конечно, сейчас ищу в поиске хорошего режиссера, чтобы там был лучший режиссер, чтобы там были лучшие операторы и, самое главное, лучший сценарист. Но главное, песня-то уже готова? Да, песня готова. И хочу несколько песен в стиле фольклорном языке, фольклорной жанре, да, выпустить песни тоже. Классно, круто. А вообще вот какие современные, может быть, тенденции сейчас могут угрожать артистам? Или есть ли что-то, что на сегодняшний день является проблемой для многих артистов? Проблемой... Ну, все равно я понял одно, что вот, например, мы же говорили о европейском стиле, да? Да. Все равно очень мало слушателей в таком стиле. То, что те, которые артисты, которые поют в стиле фольклорном, скажем, национальном стиле, на самом деле у них охват больше. Больше аудитории. Да, больше аудитории. А вот сегмент, который выбрали вы, кстати, да, тоже. На европейскую песню, их, конечно, очень мало, но главное, хорошо, что многие из них, с одной стороны, хорошо, конечно, что они живут и за рубежом, когда они приезжают, они приглашают, или они тоже меня приглашают за рубеж, и из-за этого стиля мне как бы удостоится такая побывать, возможность, побывать в разных странах, там набирать опыта, и я... Ну и чтобы творчество, да, не теряло своей актуальности. Конечно. И здесь я продолжаю. Ну вот, кстати говоря, вот в этом же ключе трудится и Сафар Мухаммад, кстати говоря. У него нет песен в таком народном национальном стиле, практически нет, да и нет, я думаю. Но все-таки вот парень-то прорвался, молодец, сумел, набрал свою аудиторию, смог покорить сердца. Я думаю, так что, Дямши, это все еще впереди. Все впереди, да. Да и плюс ко всему, в любом направлении абсолютно всем не угодишь, поэтому у каждого своя аудитория и, конечно же, ценители искусства. Да, кстати, вот хотелось бы узнать, детки-то ваши идут по стопам музыки, или вы решили огородить своих детей от... Нет, я бы хотел, чтобы они занимались музыкой, но, к сожалению, я думаю, что они далеко от музыки. Далеко. Да. Сын, он вообще ушел полностью в спорт сейчас, без футбола, без вольной борьбы, да. Я ему предлагал там как бы научить его играть на гитаре. Нет, он говорит. Нет. Он больше к спорту. Футбол, ну, может, со временем придет, да. Ну, да. Ну, а я с детства пел. Мне родители говорят, вот когда гости приходили к нам вечером, табуреточку так ставили, да, давай. Я потом им концерты устраивал после ужина, всех заставлял, чтобы они хлопали. Вот у меня с самого детства. И на улицах мне, где наш двор, тогда были индийские фильмы, я вот этот смотрел и хотел, чтобы все вот смотрели, а я там пел. Классно, интересно. А сейчас такая же тенденция, то есть гости приходят, и вы такие, а сейчас музыкальная пауза. Бывает? Да, бывает. Ну, сейчас, знаете, сейчас мои гости просят, чтобы я им исполнил что-то, и я беру гитару, конечно, им... Любой каприз за ваши деньги. Не за денег, если честно. Шутка, ну это классно, здорово, Сань.
Ну что, друзья, вот так вот быстро, моментально пролетел целый час, да, первый час, третьей смены. Снова в эфире Андрей Соколов, Мавзуна Мирзоева и, конечно же, наш долгожданный, талантливый и, конечно же, непревзойденный артист таджикской эстрады, это Джамшед Исмаилов. Добрый вечер еще раз. Буквально совсем чуть-чуть остается времени, и вот последний вопрос. Какие артисты или, может быть, определенная композиция в этом году вас вдохновили и, конечно же, позволили вам сделать еще один шаг для развития вашей, конечно же, карьеры музыкальной? Мировой музыки или таджикской, имеете в виду? А и так, и так. Что угодно, да. Что вас вдохновило? Ну, конечно, в этом году меня, в общем, я композиции от Нобувара Чинорова, да, вот, очень следил за его песнями, потому что раньше, ну, год-два до этого мы думали, что вот узбекская музыка, да, в Узбекистане, например, мы граничим с Узбекистаном, настолько они так, прогресс был у них, что они очень, я думал, что они очень далеко идут в плане музыки, да. А вот как после того, как появилась песня «Айму Кабутар», когда 2 года назад я своим друзьям, музыкантам, которые живут в Узбекистане, я показывал песню «Айму Кабутар», они смеялись. Они, что это там? Они так все улыбнулись, так просто и так этот. И у вас сейчас в Таджикистане в тренде, они посмеялись. Я говорю, да. И вот через год мы увиделись. Я увидел, что весь Узбекистан тоже заразился этой песней. Они даже перевели эту песню. Ой, это правда. Мотив просто бомба. Да, очень много каверов. Я говорю, ребята, вы помните, я говорю, год назад вам поставил эту песню. А вот сейчас даже вы поете, вы смеялись, вы издевались, что мы таджики. Вот, что, а теперь вы ищите. Я смотрю, что они стараются изучать нашу музыку, эстраду, да, нашу эстраду, наши ритмы, наши вот эти, как говорят, как перкуссия играет, да, вот. На самом деле я был горд, когда был в Бухаре, и они спрашивали про песни Нобувара Чинорова. И там очень сейчас популярна была песня «Чорбог и Боло», которую исполнял Хуршеджон из Таравшана. Мне было очень приятно, что как только они узнают, что артист, да, из Таджикистана, они сразу говорят «Айму Кабутар» или «Чорбог и Боло», да, вот. На самом деле гордо, да, ну, мне на самом деле я гордился, что... То есть и эти композиции тоже вас вдохновили в да. какой-то мере. Джамшед, у нас времени очень мало. Почему нужно прийти на Торана Music Award 21 числа в 17:00? В общем, я буду от всей души стараться, чтобы выступить на это мероприятие на самом высшем уровне, и обязательно будет очень жарко и будет очень интересно. Всех вас ждем. Отлично. Нас, между прочим, Джамшед тоже заинтриговал тем, что будет новое звучание и кое-что еще мощное. Не будем что рассказывать. Это будет, да. Приходите обязательно 21 декабря в 17 часов вечера в Кохи Суру, чтобы самим убедиться и, конечно же, стать частью этой значимой, конечно же, идеи, которая... Да, ну и значимой музыкальной премии, друзья. Джамшед, огромное вам спасибо, то, что преодолели довольно приличное количество километров, дождливую погоду, но пришли в нашу студию и сделали наш первый час ярким и интересным. Спасибо вам огромное. Вам-то огромное спасибо. Спасибо.